Любовь в сердце, Бог в душе, знание в голове. Поэтический вечер Микаила Гуцериева состоялся в гимназии «Марем», которую построил известный меценат и назвал в честь своей матери. Атмосфера вечера была пронизана теплом, светом и красотой творчества выдающегося поэта. Гимназия «Марем» выбрана не случайно. Это не просто учебное заведение, а символ благодарности и любви к самому дорогому человеку, к маме. Творчество Микаила Сафарбековича отличается особой оригинальностью и проникновенностью. Его стихи затрагивают самые тонкие струны души, заставляя задуматься о вечных ценностях и нравственности. Вечер стал настоящим праздником поэзии и еще раз подтвердил, что Микаил Гуцериев – один из самых ярких и талантливых поэтов современности. Дорогие друзья, прямо сейчас в актовом зале гимназии «Марем» проходит поэтический праздник, посвященный творчеству Микаила Гуцериева. Учащиеся подготовили потрясающие номера, мюзиклы, стихи и песни на слова поэта. Атмосфера наполнена вдохновением и творчеством. Предлагаем вам присоединиться и окунуться в мир поэзии, где каждое слово – это маленькая вселенная, полная чувств и смыслов. Сейчас песенные стихи Микаила Гуцериева. У любви свои законы. За зимой всегда весна. Но в этом году такое чувство, что весна никак не хочет уступать место весне. Его перо любовью дышит. Так называется поэтический праздник. Цель – познакомить учащихся с выдающейся личностью, членом Союза писателей России, композитором, продюсером и автором более 300 песен, которые исполняют популярные артисты российской эстрады. Творчество Микаила Гуцериева, как подчеркивают сами собравшиеся, объединяет в себе глубину мысли, лирику и искренность, что делает его стихи близкими и понятными каждому. Эклектика противится судьбе. Попроще жить послушными кивками. Штрих-код от счастья, цифра без дробей. Мы прячем гнев, закрыв лицо руками. Суть состоит из двух смешных частей. Одной живем, другую производим. Историю придуманных страстей мы ставим наперед, себя изводим. Любима и глупа мирская жизнь, что рядом видим, кажется доступным. И время, превращая в эгоизм, не смотрим вдаль, теряя шанс попутно. Не видим выход, проиграв судьбе, в молитве просим случай на удачу. И потакая горестно мечте, скулим в подушку слезно, по-собачьи. Петляя по фарватеру затей, мы часто ум меняем на беспечность, не ощущая важности идей, кусаем локти, обвиняя бренность. Идеи к нам приходят не от нас, а крестны ближе и покруче зрелый, и только труд, и только он подчас спасает и дает в избытке веру. Стихи Микаила Гуцериева отличаются высокой духовной и художественной ценностью, передают глубокие истины о человеческой природе, морали и красоте жизни. Литературные критики высоко оценивают творчество Микаила Сафарбековича именно за философские аспекты его работ. Строки заставляют задуматься о высших смыслах жизни, вопросах добра и зла, месте человека в обществе и вселенной. Участники поэтического праздника, используя образцы поэзии Микаила Гуцериева, пробуют себя в роли авторов, раскрывая свое внутреннее творчество. Что случилось с моей честью? Отчего грешу я лестью? Почему смешлива зависть и богатство мне не в радость? Не могу ночами спать, не могу стихи писать. Мозг дерзает промедол, сердце просит валидол. Слишком много видел бед и не смог найти ответ. Долго ты будил рассвет, в рифме не увидел свет. Почему, скажи, наглец, дружба мне не по плечу? Не могу свой холодец кушать с тем, с кем я хочу. Сам во всем ты виноват, все проспал и промотал. Произведение Микаила Гуцериева «Диалог с чертом» переведено на 32 языка мира. Учащийся гимназии «Марем» Мухаммад Имагожев прочитал его в оригинале, стараясь максимально эмоционально включить себя в размышления автора о конечности человеческой жизни, задаваясь вопросами о смысле существования. Тут же имеет место быть и внутреннему конфликту. В своем произведении Микаил Гуцериев ищет ответы на вечные вопросы, волнующие человечество на протяжении веков. Учащийся гимназии постарался заставить присутствующих здесь задуматься о собственных убеждениях и взглядах на мир, предлагая взглянуть на жизнь с новой философской точки зрения. Сначала человек растерян, печаль, не может ничего делать, и потом он осознает, что он оказывается добрый, и начинает понимать, не бояться ничего.
Мы все видели, как вы вниклись эмоционально в эту роль. Расскажите, как долго вы готовились? 3 дня. 3 дня. И за 3 дня вы сумели вот действительно передать нам вот всю полноту эмоций. Да. Вслушиваясь в слова и буквы, можно ли прочувствовать характер творческой натуры? А тон, кричащий обо всем и сразу из книжных переплетов, действительно твердит о том, что строки могут вдохновить на подвиг. Сколь полна переживаний и ошибок жизнь поэта, столь тяжелы слова его из уст. Учащиеся гимназии будто понимают, тишина с мелодией созвучны там, где нарушается одно из двух, лишь звуком струн израненной души. Вот так, окунувшись в творчество поэта, невольно вдохновишься и сам. На то он и поэтический праздник. Возраст ничего не значит. И внешность ничего не говорит. За маской красоты душа уродство прячет, а старость мудростью клеит. В перерывах между творческими номерами звучат песни, написанные на стихи Микаила Гуцериева, которые, к слову, являются лауреатами различных музыкальных премий. 117 произведений поэта были признаны лауреатом песни года, 95 получили премию «Шансон года», 10 – награду «Золотой граммофон». Сам Микаил Гуцериев неоднократно признавался поэтом года на фестивале «Песня года», Российской национальной музыкальной премии «Виктория», премии «Браво». О популярности песенных композиций можно говорить много. Многие из них исполнены известными артистами и стали настоящими хитами. Композиции вошли в золотой фонд отечественной эстрады и остаются любимыми миллионами граждан. Без красивой души, без большого сердца человек не может писать такие стихи, которые можно петь и нужно петь. Он человек увлекающийся, он может написать, сочинить, значит, он все еще романтик. Самое главное в мужчине – это его интеллект. А интеллект у него мощнейший. Очень уважает творческих людей. Так как он сам творческий человек, он очень трепетно относится к артистам. Но масштаб личности Михаила Сафарбековича известен. Это действительно уникальный человек, в котором сочетается, на первый взгляд, вообще несочетаемое. Он запирается, он остается один и работает до тех пор, пока у него хватает душевных и физических сил. Пишет, пишет и пишет. Запоем. Это нечто, что накатывает на человека свыше. Когда я познакомился с одной из его публикаций, это поэма, это «Плоть и суть», она вызвала у меня чувство изумления, потому что это действительно вот то, что говорит о высоком смысле поэзии. Это удивительная судьба, удивительный жизненный опыт и удивительное сочетание вот этих жестких сторон личности, без которых нельзя быть в бизнесе, и трепетности души. Это дар Божий, провидение, это талант. Ведь деньги не заставишь работать на твой талант в области искусства, культуры, музыки тем более. Вот. Вы бывали у него в кабинете, да? Обратили внимание, что стоит у него на одном из главных мест, кроме рабочего стола? Пианино. Пианино, на котором иногда играет, которое рядом. Это для души, на самом деле. Да, действительно, это редко. Это редко, но это талант, который он не закопал, слава Богу. Про бизнес, может быть, там через несколько десятков лет кто-то подзабудет. Как у нас бывает, песни, они остались и останутся. Тем более, они очень светлые у него любви. Для него счастье давать, а не брать. Есть такая категория людей, которые получают больше удовольствия от того, что сами дарят, чем получают. Символично, что поэтический праздник проходит в гимназии Марем, которая была построена на средства известного ингушского мецената и предпринимателя Микаила Гуцериева в 2001 году и названа в честь его матери Марем Ахильговой. Мама занимает особое место в творчестве Микаила Гуцериева. Например, в стихотворении «Мама» он выражает глубокую благодарность и любовь к своей матери, описывая ее как источник силы и вдохновения. Его стихи о ней наполнены теплотой, нежностью и уважением, что делает их особенно трогательными и близкими многим читателям. Трудная судьба и время сложное, ссылка, бедность, да еще война. Мама победила невозможное, на земле такая ты одна, пишет он в своем стихотворении «Мама». Помню советы твои умные, помню сказки о добре, о вечном, и обеды вкусные и шумные. Как же все непросто, как же все непросто, как же все непросто быстротечно. Мама, мой ангел-хранитель, руки — это крылья твои. В океане житейских событий мы навеки все связаны нитью.
маминой светлой любви. Микаил Сафарбекович Гуцериев очень талантливый человек. Он вдохновляет своими поэзиями, своими стихами многих людей. Например, его стихотворение про матери. Что мать – это самое дорогое, что есть у нас, у людей. Ведь мама дала нам всю жизнь, вырастила нас. Особой лиричностью обладают произведения Микаила Гуцериева, посвященные матери и родному краю, что послужило основой для перевода его стихотворений на ингушский язык. Поэтесса Эсет Газдиева, которая также присутствует на поэтическом празднике, осуществила литературный перевод основного творчества Микаила Сафарбековича, сумела сохранить оригинальность произведений и придать им своеобразное народное звучание. Поэтические сборники Шивахар и Замангарюева заняли достойное место среди сокровищниц ингушской литературы. Гуай гоу бенеш хоздя лахта, пандерца ляха кана иллеш, ага сигале, сеткаш кава лахта, юхо цан дош, цан дош сонновый дерлигеш. خلنا دحت هواهر أحت حلونش يينا ميقا يحكر قل استمع لا يشواتر يحنانا لينا لحتا يحت مرقل تحقق دستن دحت أدا حياك على حيحمش زامش دوزة حكمياش فلقش ميرز دقر ويتغى لحتا بيري غرش ما أحت دحت بينا خانو سيخ شد رجانا دوحك نانا حدا سلوروو مليك حدو أشلو رديش دنيا مرش قست شالخ نيچ واخرا فوردا يقع دينا ملدا ديغخ مازا خهتا نانا بايخ چبيزمو ويحست إز بيزم شون سونا بيزم بيزا شو حمسر خيات وي إرز لورديا بيزم برحوتسن عيالر تلخوت عن حلقة خياتا سون إيشر مصزة تنخلر حوتسن بيزم سقبيتشا كوربش باحت عدماتيتا هي إرز خوصونا حقومش أهتا يحت بيزم سقمار غلط. Важно, что поэт, писатель и переводчик Эсет Газдиева является победителем конкурса «Золотое перо Ингушетии» в номинации «Поэзия» в 2001 году, в номинации «Проза» в 2023. Заслуженный деятель культуры республики является автором 21 книг, 11 из которых написаны для детей. Ее книги участвовали в российских и международных книжных выставках. Фондом «Сафмар», основателем и президентом которого является Микаил Гуцериев, книги Эсет Ахмедовной переданы во все библиотеки и образовательные учреждения Ингушетии. Во-первых, хочу сказать большое спасибо вам, организаторам и детям, которые так прекрасно сегодня читали стихи, за эту замечательную обстановку, атмосферу, в которую я с удовольствием окунулась. И здесь сегодня очень много говорилось о Михаиле Сафарбековиче, но можно было говорить еще бесконечно. Но я, наверное, не буду говорить долго и просто присоединюсь ко всему, что сказано, и от себя добавлю, что я всегда восхищаюсь и горжусь этим человеком. Просто горжусь и восхищаюсь. И я всегда не устану повторять, я его характеризую только одним словом – великодушие. И в это слово я выбираю все – мужество и прежде всего человечность. Вот ваше прекрасное мероприятие так и называется «Его перо любовью дышит». Этот человек пришел в мир для того, чтобы созидать этот мир, делать его краше, строить. И даже вот эта школа, в которой мы сегодня находимся, это большой пример для всех детей, которые здесь учатся. И они, я думаю, через всю свою жизнь пронесут ту суть, что эта школа, в которой они учились, была построена человеком в честь своей матери. И я не знаю таких слов, которые как отблагодарить такого человека. И я говорю всегда, чтобы ему вот это спасибо, которое невозможно полностью выразить, пусть оно к нему приходит свыше. Дал диктор Долцин, ши диклак хаджа, ши дуах дигак хаджа. Так тахн оз аж киз галгамет хатя гисо галгамет сбогдж мисо тахн аж оз чахоз бейтжишер галгамет тлишер эрсимет тлишер чахоз хитерсон ведущий чахоз бохбар бирш маснин дялряс хавшан цингер маслаха этж что дикдеш суях штепар мыштал сомдар вас вяхи корт барвяхи али что да худа дал не злобшан шас бог был шехер хошт дял рясхов е ишколе жага дух
قمن مخكا جاح يتبيد بام بان خيسنو شكولا цо днеч мамел да чамага. За все время своего существования гимназия Марем выпустила не одну сотню талантливых, ярких и целеустремленных выпускников. Учреждение показывало и продолжает демонстрировать высокий профессионализм. Гимназия вошла в рейтинг 100 лучших школ России. Очевидно, что Микаил Гуцериев намеревался создать школу, в которой стремление родителей воспитать детей в высоконравственных традициях ингушей будет сочетаться с духом времени и новейшими требованиями педагогической науки. Ознакомливая собравшихся с творчеством Микаила Гуцериева, учащиеся гимназии не раз подчеркивают это. Например, Джамиля Тимурзиева прочитала стихотворение, посвященное Микаилу Гуцериеву. Предлагаем вам просто насладиться. Уютная школа, что дарит тепло, хранит в своих стенах красивую повесть о том, кто несет в себе свет и добро, о том, кто все делает только на совесть. Когда-то он маленьким мальчиком был и в школу ходил, как другие мальчишки. Учился, играл, развивался, дружил, и мама с любовью встречала сынишку. Он с ней говорил обо всем допоздна, мечтал и делился всегда сокровенным. Казалось тогда, будто небо без дна, казалось, что сбудется все непременно. Года пролетели, и стал Микаил для многих примером, народным героем. А мамы не стало, и не было сил ни с кем поделиться той болью и горем, лишь в памяти образ любимый. Вставал и вновь возвращал его в детские годы, когда он учился, влюблялся, мечтал, когда он был счастлив в любую погоду. С наукой был связан тот образ родной, в честь матери школу построил он эту. Марем, как звезда, ты ведешь за собой. Все ярче и ярче со временем светишь. Твой каждый кирпичик, страница души, и маминой лаской обвеяны стены. Здесь учатся, любят, творят ингуши, и каждый великий ждет перемены. Этот стих мне очень нравится. Там, чтобы его понять, надо глубоко прочувствовать. Чему в первую очередь учат строки Микаила Гуцериева? Быть не жадным и уважать не только тех, у кого есть статус, а любого человека. Интересно, но автором стихотворения, посвященного Микаилу Гуцериеву, является мама Джамили, Малика Сагова, которая, кстати, является еще и учительницей русского языка и литературы гимназии Марем. Этот человек для нас, для работников, учеников гимназии Марем, не просто меценат, не просто поэт, а человек, который подарил детям эту прекрасную школу. И каждый ребенок в этой школе, постоянно мы это им подчеркиваем, и они сами говорят, эта школа носит такой национальный колорит. Оно несет в себе имя Марем Ахильговой, матери Микаила Гуцериева. И, скорее всего, поэтому нам кажется, что даже стены данного образовательного учреждения, они веют домашним уютом, теплотой. Это чувствуют и учителя, и дети. Вот что нас подвигло к этому творческому вечеру? Современные дети должны знать в лицо своих героев, в лицо своих великих людей. Микаил Гуцериев нам сегодня открывается с новой стороны, как человек мира, как человек добра, как человек планеты. Его мотивы, особенно те моменты, которые носят символику родного края, моменты, которые возвеличивают тему матери, родины, они настолько близки каждому из нас. И вот в рамках данного мероприятия дети читают и говорят вот с восторгом. Они зачитывают эти строки. Немножко отличается слог Микаила Гуцериева от привычных для школьного образовательного процесса произведения. Можно сказать, его произведение можно отнести к современным модернистическим направлениям. Это тоже вот заинтересовало детей, учеников. В художественно-идейном плане творчество Гуцериева имеет большой спектр. Там и тема любви, и тема прошлого, и тема призыв к человечеству. Вот, как бы сказать, читая его произведения, охватываешь весь этот спектр чувств, эмоций, которые так не хватает современному человеку.
Недавно вышла в свет книга под названием «Микаил Гуцериев. Цитаты и афоризмы», в которой глубокую мудрость, тонкую наблюдательность и изящный слог поэта подчеркнули для себя и учащиеся гимназии Марем. Мне понравилась фраза «Видел ты себя в раю, но окажешься в аду». Потом «Честь только нужных уважал, душу золоту продал». Ну, мне эта фраза понравилась тем, что если ее понять, то это описывается о том, какой человек может быть. К сожалению, в истории поэзии много не только прекрасных страниц, но страниц трагических. Именно поэтому и рождались потрясающие, щемящие сердца, иногда страшные, но всегда человечные строки. Стихотворение Микаила Гуцериева «Дом убит» автобиографично. Дом в Грозном, в котором он жил, и школа, в которой он учился, были разрушены в 90-х годах. В 2005 году на средства президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева общеобразовательное учреждение было восстановлено. Старый дом бесконечно целебен, из развалин, чихающих пыль, распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, а других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повержен между прошлым и небытием. Столб кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века прозвучал, вырываясь из стен. Я хожу по чужим адресатам, безымянная жертва времен. Взгляд войны беспощадно крылатый, дом невинный жестоко казнен. Молча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются крузьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль, распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. На самом деле стихотворение Микаила Гуцериева «Дом убит» – это глубокое и эмоциональное произведение, которое отражает боль утраты и разрушения. В нем автор описывает дом, который когда-то был символом уюта и безопасности, теперь лежит в руинах. Это символизирует не только физическую потерю, но и разрушение надежд, мечтаний и воспоминаний, связанных с этим местом. Присутствующие на поэтическом празднике его перо любовью дышит, выражают благодарность организаторам, а это Мария Маушева, руководитель учреждения Айшат Богатырева, которые предпочли остаться за кадром, вместе с тем создав в этих стенах по-настоящему удивительное, затягивающее и завораживающее мероприятие. Я испытала нешуточные эмоции. Я тоже человек из Грозного. Я человек, который был в этом доме, знал этот дом, знала его мать. Это была простая ингушская женщина, у которой всегда на руках было тесто. Она вырастила огромную семью. Я вот по поводу открытия этой школы, наверное, здесь есть еще люди, которые у истоков стояли, когда закладывали эту капсулу, он сказал: я даю это имя этой школе не только потому, что мою мать звали Марем. Это исконно ингушское имя. Я символизирую этим всех ингушских матерей. Он очень надеялся, что дети, которые будут получать образование в этой школе, станут всесторонне развитыми, непростыми людьми. Так оно и было. У нас есть великие выпускники, которые добились больших успехов. Микаил Сафарбекович, он очень многогранный человек. Человек талантливый в одном, талантлив во многом. Он мне сказал, вот этот поэтический дар, наверное, конечно, в человеке он был заложен с рождения, но он получил этот дар, он озвучил это, в его жизни произошла огромная трагедия, погиб любимый сын. И он сказал: я сутками писал стихи, только эти стихи меня спасли. Я вот, наверное, я бы сошел с ума или умер, но я писал сутками. Он работает. Со мной, по-моему, Луиза была в его кабинете. У него в кабинете висит на черном бархате золотом написаны слова: «Ночь не помеха для работы». И когда мы вышли, я секретарям говорю: и до скольки вы работаете?
Как получится, говорит, бывает до 3, бывает до 4. Гости поэтического праздника выражают благодарность и Микаилу Гуцериеву, подчеркивая, он является настоящим сыном своего народа, который поддерживает и помогает родной республике, сопереживает в дни ненастья и радуется в ее светлые дни вместе со своим народом. Хотел рассказать о Гуцериеве. Но, послушав здесь, я понял, что Гуцериева вы, дети, знаете лучше, чем я. Огромное вам спасибо за это. Я скажу то, что о Гуцериеве вы здесь не сказали. Все, у меня было много листов, но я понял, что все это не стоит говорить. Вот я вам скажу, вот недавно в Мархаш, вот, знаете, вернее, после Мархаша, вот перед Пасхой, я живу в Слепцовске, и там есть кладбище, русское кладбище, как называется, православное кладбище. И туда приезжали бывшие жители станицы Орджоникидзевской, которые уехали, эти русские. И вот когда они увидели эти кладбища, я свидетель, у них слезы были на глазах. И они так были рады, так говорили, благодарность выражали от всей души Гуцериеву, и не только Гуцериеву. Вот благодаря Гуцериеву наш народ получил в их глазах огромную высокую оценку. Они действительно, там он же сделал... Они говорили, что когда нам, мол, говорили, что Гуцериев так одинаково и мусульманское кладбище, и православное кладбище благоустраивает, мы думали, наверное, что-то так делает. Но то, что они видели, для них было это потрясающе. Пышные букеты, нарядная форма, горящие глаза и долгожданные встречи после летних каникул у старшеклассников. Таким, как мы все помним, выдалось начало нового учебного года в сентябре 2024-го здесь, в гимназии Марем, после проведенного капитального ремонта. Ранее здесь менялась кровля, инженерные сети, а также обновлялся фасад и учебные помещения. Закупили новую мебель вместе с компьютерной техникой. Стояла задача создать для учащихся максимально благоприятные условия для обучения и всестороннего развития. Сегодня же, как мы видим, цель оправдывает средства. В стенах общеобразовательного учреждения воспитываются талантливые, смышленые, энергичные, молодые люди, выполняющие, пожалуй, одну из главных мировых задач – приобщение к высокому искусству и сохранение культурных ценностей. Все благодаря поэту, композитору, предпринимателю, президенту группы «Сафмар» и просто ингушу Микаилу Гуцериеву.